То, без чего нам не прожить и нескольких суток. Собственно, то, из чего мы с вами состоим более чем наполовину. Это единственное на планете вещество, которое встречается в трех агрегатных состояниях – твердом, жидком и газообразном. Как вы уже поняли, «Наукомания» сегодня расскажет всю правду о воде. Меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте и смотрите в ближайшие полчаса. Водная история. Восстанавливаем хронологию событий давностью почти 4 миллиарда лет. Пить или не пить? Что течет из кранов в наших домах? Безопасное горючее. Почему воду рассматривают как топливо будущего? Бермудский треугольник и что скрывается на дне Марианской впадины. Тайны Мирового океана в эфире уже через несколько минут. Вода с момента возникновения и до сих пор одновременно участвует в двух круговоротах. С поверхности Мирового океана она поднимается в виде паров, а после возвращается в виде осадков. Тем временем другая ее часть параллельно уходит обратно в Землю, где разрушает породы и минералы, растворяет соли, перекристаллизует осадки. Но и сегодня нет точного ответа на вопрос, какой путь вода проделывает под землей. Равно как и почему из кипятка лед получается быстрее, чем из холодной воды, да и откуда она вообще появилась. Впрочем, ответы на эти вопросы может знать сама вода, ведь по мнению японского исследователя Эмото Масару, она обладает памятью. Фотографируя воду, экспериментатор пришел к выводу, что она имеет своеобразные ячейки, каждая из которых отвечает за определенный вид информации. Например, под влиянием приятной музыки кристаллы льда становятся более ровными, и наоборот, если говорить при воде бранные слова. При этом химический состав остается прежним. Хотя и эта теория разделила научное сообщество на ее приверженцев и тех, кто оценивает данное исследование как псевдонаучное. Одно известно точно, что тайн у воды куда больше, чем мы предполагаем. Люди успели десятки раз побывать в космосе, но лишь дважды спуститься на дно самой глубокой земной точки – Марианской впадины. Почему на Земле воды больше, чем на других планетах Солнечной системы? И, в принципе, откуда взялось на нашей планете столько воды? Об этом и не только прямо сейчас спросим у нашего первого эксперта. Василий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Василий Пашкевич, кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории гидрогеологии и гидроэкологии Института природопользования Национальной академии наук Беларуси, ученый-секретарь Межведомственного координационного совета международной программы по геонаукам в Беларуси, автор и соавтор научных работ о подземных водах Беларуси. Василий Иванович, знаю, что в вашем институте получила развитие теория космического происхождения воды. Расскажите, что за теория, основы? Суть состоит в том, что вода является одним из наиболее распространенных веществ в Солнечной системе. И есть космические тела в нашей Солнечной системе, где воды еще гораздо больше, чем на Земле. На крупном спутнике Юпитера Ганимеде воды содержится в 25-30 раз больше, чем на Земле. И океан, который покрывает этот спутник, он имеет глубину примерно 100 километров. То есть вода – это общекосмическое вещество, которое, кстати, обнаруживается не только в Солнечной системе, но даже и на так называемых экзопланетах. Это планеты, которые имеются возле удаленных от нас звездах. Если говорить о пресной воде, да, она неравномерно распределена, в принципе, по нашей планете. Наверное, если бы было все равномерно, люди бы не испытывали недостаток этой воды. Или я не права? Большая часть пресной воды сосредоточена в ледниках, порядка 90%. Большая часть там реки, озера. Ну и очень важный такой компонент – это подземные воды. Вода распространена, особенно пресная вода, очень неравномерно на планете. Где-то ее много, где-то мало. Так распорядилась природой. Пресная вода относится к категории возобновляемых природных ресурсов. И в этом ее большое достоинство. Хотя бы потому, что, к сожалению, пресная вода подвержена процессам загрязнений. А благодаря вот этому круговороту вода способна очищаться
и вновь поступать на нашу планету. Не могу вас, Василий Иванович, не спросить, как у специалиста. В последнее время говорят все чаще о том, что вода может стать топливом. Если говорить о каком-то управляемом термоядерном процессе, то да, вода может рассматриваться как топливо, как сырье. Но пока человечество не освоило этот процесс, ведутся очень интенсивные исследования. Если говорить о использовании воды для получения водорода, который затем будет сжигаться и будет... Что-то приводиться в движение. Сколько мы энергии потратим на разделение воды на кислород и водород, чтобы потом сжечь. То есть как бы выигрыша энергетического здесь не будет, поэтому для такой технологии говорить о воде как о топливе как бы не приходится. Хорошо. Тогда скажите, как вообще ведется учет воды на Земле? Существует обширная сеть метеорологических станций, которые наблюдают за качеством выпадающих осадков. Существуют гидрологические посты, где проводится наблюдение за расходом рек. Существуют гидрогеологические посты, на которых ведутся наблюдения за состоянием подземных вод. То есть вот таким образом оцениваются ресурсы. А какова вообще тенденция, вот если говорить о пресной воде? Если такие вот привести цифры, да, ежегодно на территории Беларуси выпадает в среднем 130 миллиардов кубометров воды в виде атмосферных осадков. Это слой, который в среднем составляет 65 сантиметров. Большая часть этой воды испаряется, а около половины, процентов 45, попадает в реки. В Беларуси ежегодно формируется 60 кубокилометров воды. В подземные воды ежегодно попадает, но потом разгружается уже в поверхностные воды 18 кубокилометров. А используется только 1 кубокилометр. То есть мы используем порядка 6% от тех запасов подземных вод, которые есть вот на территории Беларуси. Поэтому мы говорим, что территория Беларуси, наша страна, вполне обеспечена ресурсами подземных вод. Возвращаюсь к теме учета воды. Мои коллеги встретились с разработчиками гидрометрических лотков и водосливов. Давайте посмотрим сюжет и вернемся к нашему разговору. Данные водомерные устройства предназначены для измерения расхода воды в открытых потоках. Область применения данных устройств достаточно широкая. Для учета сточных вод промышленных предприятий, очистных сооружений, учет расхода воды на гидрометрической сети, учет вод дренажной системы, рудников, и так далее. Одним из устройств является лоток Паршала. Данный лоток Паршала состоит из нескольких частей. Из подводящего горловины, сужающей горловины и отводящей горловины. Принцип его работы заключается в том, что поток подходит к подводящей горловине, сужается, поднимается уровень, создается перепад между подводящей горловиной и отводящей. В связи с этим образуется четкая зависимость между расходом воды и уровнем воды в подводящей части. Поэтому измерение проводится только в одной точке, в измерительном сечении. Данное устройство может комплектоваться разными уровнемерами. Это могут быть и радарные уровнемеры, это могут быть и ультразвуковые уровнемеры. Также данное устройство может комплектоваться шкалой калибровочной, по которой можно замерять уровень воды в подводящем лотке. И с помощью таблицы можно пересчитать уровень в расход. На предприятиях, которые не оборудованы измерительными устройствами, они платят по двойному тарифу за сбросы сточных вод. Поэтому при устройстве, при учете сточных вод на предприятие экономит достаточно большое количество средств. Преимущество лотков Паршала заключается в том, что они достаточно надежны, так как изготавливаются из нержавеющей стали. Точность измерения в системе их составляет до 5%. Есть несколько требований к данным устройствам для того, чтобы они четко функционировали. То есть данный лоток должен устанавливаться в канале с открытым потоком и должны соблюдаться все горизонтали. С боков должно монолититься бетоном для того, чтобы это все было устойчиво. Возвращаемся к воде, и хочу спросить у вас о воде минеральной. Такая тоже в Беларуси есть. Знаю, что даже новые источники обнаружили сотрудники вашего института. Расскажите, пожалуйста. На территории нашей страны представлены геологические формации
всех возрастов, начиная от архея, протерозоя, мезозоя, палеозоя, кайнозоя. И вот это разнообразие геологических условий обуславливает возможность формирования самых разных типов минеральных вод. Почти на всей территории Беларуси имеются минеральные воды. Только на ограниченных участках в Гродненской области их немножко поменьше. Особенности геологического строения таковы, что их там не особенно много, но зато там есть уникальные радоновые воды, которые отсутствуют в других регионах нашей страны. Наши исследования, которые мы проводим последние годы, направлены на то, чтобы использовать Весь потенциал минеральных вод. Описание новых минеральных вод, в частности, приводится вот в нашей книжке с Анатолием Викторовичем Кудельским. И что я могу сказать? Какие, вот, на мой взгляд, самые интересные новые виды минеральных вод, которые необходимо вовлечь в использование? Есть так называемые железистые минеральные воды. Есть в Беларуси и сероводородные воды. Многие, наверное, слышали про вот источник Видзеловчинский. Там эти минеральные воды сероводородные уходят прямо на поверхность. И они в прошлом столетии использовались. И новый перспективный вид подземных вод – это так называемые ультрапресные воды. Это воды с исключительно малой минерализацией. Они аналоги известным бельгийским водам СПА, которые, кстати, легенда мировой бальнеологии. То есть такие воды есть и у нас. Василий Иванович, ну пока у нас из кранов, жаль, не течет минеральная вода, хотелось бы поговорить все-таки и об этой воде, которая течет в наших домах. Расскажите, как вот ученый, специалист, пить, не пить? Пить с полным спокойствием, да. Дело в том, что Беларусь относится к числу немногих стран, где основное питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. Это наиболее защищенный вид. Последним городом в Беларуси, где частично используются и поверхностные воды, это Минск. В Минске, примерно 30% по объему водопотребления это обеспечивается Вилейско-Минской водной системой. Тоже вода хорошая, и я сам пользуюсь такой водой, смело пользуюсь. Поставлена задача, что в ближайшие годы и Минск будет полностью переведен на использование подземных вод. Если говорить о деревнях, колодец, колонка, это уже посовременнее, да? Ну и вообще самое прекрасное, наверное, на природе, вот родник, источник в лесу. Вот что о качестве этих вод скажете? Что касается вод, колодцев, конечно, здесь ситуация гораздо хуже, чем в тех городах и поселках, где используется централизованное водоснабжение. Дело в том, что колодцы эксплуатируют самый неглубоко залегающий водоносный горизонт грунтовых вод. Часто это глубины 2, 3, 4 метра, в общем-то, немного. И колодцы эти находятся часто не в благоприятных экологических условиях. Тут и места содержания скота, там птицы, какие-то приусадебные участки, где много вносится удобрений. Из-за того, что глубина залегания этих грунтовых вод невелика, это загрязнение довольно-таки быстро попадает в грунтовые воды, и потом в колодцы. Поэтому, конечно, очень часто колодцы имеют следы загрязнения, прежде всего нитратного загрязнения. Колонки в деревнях, это уже, как правило, колонки от каких-то артезианских скважин запитаны. И там, конечно, качество воды лучше. Родники тоже. Смотря где текут? Смотря где они находятся. Если эти родники находятся в каких-то районах неблагоприятного экологического состояния, то они тоже могут иметь загрязнение, и нужно к ним относиться тоже более внимательно. Василий Иванович, спасибо вам огромное, было очень интересно. Мы продолжаем время научного дайджеста. Сегодня мы там раскрываем тайны Мирового океана. Пропавшие без вести. Водный треугольник Тихого океана между Японией, Филиппинскими островами и Гуам называют «морем дьявола», и это место в океане считается одним из самых таинственных. Если верить интернет-источникам, все проходящие здесь суда бесследно исчезали и не обнаружены до сих пор. Всего, по подсчетам исследователей, здесь пропало более 700 моряков.
Еще один треугольник, известный как Бермудский, не оставляет в покое умы всех океанологов мира. Находится он между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. И здесь также периодически исчезают корабли и самолеты. Например, в 1918 году исчез морской лайнер «Циклоп». А почти через 30 лет пропадут еще 5 судов, а после и все самолеты, вылетевшие за ними для поисково-спасательной операции. Город под водой. Недалеко от одного из островов на юге Японии водолазы обнаружили целую серию подводных строений, в том числе 5 древних храмов и пирамиды. Предположительно, они были оставлены древней цивилизацией. В этом же районе ученым удалось зафиксировать 30-метровое существо с плавниками и человеческой головой. Японские исследователи дали название подводному монстру «нингер», что в переводе на русский обозначает «человек». А на дне Тихого океана, недалеко от берегов Калифорнии, ученые обнаружили огромные ямы, из которых непрерывно идет свет. Причину его тоже пока не установили, а если верить экипажам побывавших там субмарин, таинственное свечение еще издает странные звуки. Неизвестно до сих пор и происхождение так называемой Балтийской аномалии. Это обнаруженный между Швейцарией и Финляндией древний артефакт, который испускает импульсы электромагнитных волн на проходящие сверху суда. Радиосигнал фиксируют датчики на кораблях. Это «Наукомания», и мы продолжаем. Чем опасна так называемая передозировка воды? Напиток чемпионов или особенная роль воды в режиме для спортсменов? Эликсир молодости. Сколько воды необходимо ежедневно, какую воду нужно пить и как, уже через пару минут расскажет доктор. Точного процента, насколько человек состоит из воды, нет. Это зависит от многих факторов, например, даже от возраста. Чем старше мы становимся, тем меньше в нашем организме воды. Можем ли мы повлиять как-то на этот процесс и нужно ли соблюдать питьевой режим? Спросим прямо сейчас у специалиста. Александр Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Баценко, врач-уролог-андролог высшей категории медицинского центра, опыт работы более 26 лет, участник Европейской школы урологов, международных конференций по современным подходам лечения инфекций, передающихся половым путем, и республиканских съездов и конгрессов по темам урология и андрология. Нам все время твердят 1,5-2 литра воды ежедневно. Есть даже мобильное приложение по времени принимать именно воду, да? Может быть, это просто уловка маркетинга? Реально считается, что нужно принимать 30 мл на килограмм веса. Но опять же, здесь нужно правильно исходить из того, какая физическая активность, раз, в каких условиях человек находится. Это жаркий климат, сухой климат, это кабинетные условия, это кондиционированные условия и так далее, и так далее. И, наверное, исходя из этого, можно принять какую-то разумную середину. Многие говорят, что не могут пить много воды, потому что отекают. Например, на самом деле у вас есть какие-то проблемы. Например, проблемы с сердцем, сердечно-сосудистой системой и так далее, и так далее. Проблемы с почками, например, хроническая почечная недостаточность. Вы начинаете принимать много жидкости, таким образом вы провоцируете проблему. Залпом литр и сразу полдневной нормы не стоит. Правильно поступить таким образом. Мы проснулись, выпиваем воду. До еды мы принимаем за 30 минут воду. Правильно принимать ее дозированно, мелкими маленькими порциями, небольшими. Тогда это будет более физиологично, чем выпивать сразу и большой объем. Но опять же, это все зависит от того, от уровня физической активности и от потери жидкости, которая у вас есть. Если верить интернету, был даже случай, когда женщина, принимая участие в соревнованиях по питью воды, выпила сразу 7 литров и, к сожалению, умерла. Вот это случайность или наш организм действительно, когда мы выпиваем очень много воды, может и такая реакция быть? Это всего лишь интернет. И может быть где-то кто-то напишет, что он выпил слишком мало, он тоже умер и так далее. Если мы говорим с точки зрения медицинской, наверное, при обильном приеме жидкости возникает состояние гипонатриемии, которая не совсем хорошо для организма. Слишком большая нагрузка на почки, они не могут справиться с этим объемом. Этот объем жидкости где-то должен быть утилизован, может возникнуть отек мозга, потеря сознания и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, это не исключается такая ситуация. Я предлагаю нам с вами буквально на несколько минут прерваться. Мои коллеги заинтересовались питьевым режимом спортсменов. Давайте посмотрим сюжет. За 1 час занятий в зале человек в среднем может потерять до 3% воды в организме, при критическом уровне 7. Например, во время марафона, говорит тренер, уходит до 4 литров жидкости, поэтому настоящим чемпионам питьевой режим необходимо соблюдать буквально по минутам. Человек, который занимается анаэробной нагрузкой, ему надо выпивать воды
получается, во время процесса тренировки. Каждые 5-10 минут ему надо по глотку 2 хотя бы делать. При этом, получается, до тренировки человек должен выпить хотя бы за час, за 2 пол-литра воды. И перед самой тренировкой за минут 30 выпить 150 грамм стакан воды. Питьевой режим должен стать частью тренировки, особенно если нагрузка продолжается более получаса. Правда, как здесь принято говорить, не всякая вода подходит для спорта. Это вода с добавлением дополнительных минералов. Еще не используем воду, в которой очень много пропускается через фильтр. Она считается мертвой водой. При этом не только выносливость, но и в буквальном смысле безопасность спортсмена зависит от соблюдения питьевого режима. Мы используем воду также в наших силовых работах, чтобы, получается, нужный элемент, который был затрачен на какое-то либо движение при тяжелой нагрузке, чтобы наши мышцы получили нужное количество элементов питательных. Это восстановление силовых и волокна мышц. Они всегда должны быть немножечко, так скажем, обволочены водой, потому что в сухую можно получить очень большую вероятность получить травму при большой нагрузке. Впрочем, не только на восстановление, но и на потерю воды в организме работают спортсмены. Тренировавший несколько лет чемпионов бодибилдинга Денис Филипенко рассказывает, что накануне соревнований его подопечные неоднократно садились на так называемую сушку. В любом случае, это стресс для организма. Особенно я не очень хорошо отношусь к сушке у женщин, опять же, потому что вот у них нарушается, понятное дело, гормональный фон, потому что все-таки эстрогены, женские гормоны, все остальное вырабатывается на жирке. Поэтому у женщин должно оставаться энное количество жира. Это в любом случае. Вот. Небольшие, коротенькие сушки, да, по большому счету, могут пойти даже с пользой для здоровья. При этом количество потребляемой воды в рационе спортсмена не меняется, а вот питание серьезно корректируется. Во-первых, нет углеводов в организме, это во-первых. Потом полный отказ от соли, от специй, все остальное, все белки, получается, клетчатка. Потом, в принципе, обычная вода заменяется дистиллированной, и все, она работает сама как мочегонное средство. То есть дистиллированная она без соли, без минералов, и она не задерживается. Придерживаться такой спортивной диеты стоит только под присмотром тренера и совсем недолго, до месяца. За счет потерянной жидкости и подкожного жира тело становится, как говорится, более сухим и рельефным. Правда, такой эффект достигается только в комплексе с постоянными тренировками. Какую лучше с точки зрения врача пить воду? Обыкновенная питьевая вода, которая бутилированная, потому что есть какой-то уровень контроля качества воды, и это обеспечивается многими инстанциями. Наверное, это самый безопасный уровень. Далее идет минеральная вода, простая питьевая. Дальше идет сладкие напитки, они слишком вредны. И более вредны еще это кофеин содержащие напитки и соки. Поэтому здесь нужно быть тоже осторожным. С утра, например, до еды, что посоветуете? Тепленькую водичку? Я думаю, что да, это будет физиологично. Температура тела. Не холодная вода, не слишком горячая. Вот вроде как вода полезная, но опять-таки, если верить интернету, около 80% различных инфекций передаются с водой. Так ли это на самом деле? Чем мы можем заразиться, выпивая просто воду? Это проблемы, связанные с гепатитом А. Это кишечная палочка, холера всем известная. И есть еще определенное вирусное заболевание. И мне, например, в моей урологической практике приходится сталкиваться, особенно в летний период, с большим количеством кожных заболеваний, которые связаны с поражением генитальной зоны. И это уже нюанс нашей воды, особенно когда она зацветает. И если выдаем закрытой, в этот период очень большое количество мужчин обращается с такими проблемами, как баланиты и так далее, и так далее, и так далее. С водой хорошо вроде как, но тем не менее опасно. Но без воды еще один диагноз – обезвоживание. Да, вы правильно говорите. Мы должны понимать, что на 70% человек состоит из воды, поэтому мы никак себе не можем позволить без нее жить. Есть хорошее правило 3. Человек может прожить 3 минуты без дыхания, не больше 3 дней без воды и не больше 3 недель без еды. Поэтому мы должны понимать, что это важно. Александр Валерьевич, спасибо вам огромное, было очень интересно. Мы продолжаем. Прямо сейчас разберемся, чем же вода в реках отличается от воды в море и озере. Первое и главное отличие морского воздуха, а соответственно и самого моря от озер и рек – это содержание солей. В литре пресной воды в среднем это зависит от местности меньше грамма соли, при том, что в морской минимум в 35 раз больше.
Основная часть приходится на натрий хлористый, значительно меньше хлористого магния, еще меньше сульфатов магния, кальция, калия. Карбонаты представлены, если можно так сказать, совсем несущественно. Иная ситуация в Беларуси. Здесь преобладают карбонаты и гидрокарбонаты. Потому наша вода менее кислотная, а почва плодородная. Правда, не всегда пресная вода, даже взятая из одного источника, будет одинаково по составу. И зависит, это говорят специалисты, от сезона. В летние и зимние периоды состав пресной воды будет различаться, поскольку изменяется растворимость данных примесей в воде из-за разного температурного режима. То есть в холодной воде примеси будут меньше растворяться, нежели в теплой воде. Холодная вода, соответственно, будет чище и полезнее. Правда, чтобы стать по-настоящему зимней, пресной и соленой, водам необходимы разные условия. Высокое содержание солей обеспечивает и комплекс физико-химических свойств морской воды. В частности, это довольно высокая плотность, 1030 кг на метр кубический, а также более низкая температура замерзания. В среднем температура замерзания морской воды минус 1,8, минус 1,9 градусов. Пить так называемую соленую воду категорически запрещено. Вместе с ней почки выводят из организма полезные вещества, нарушается работа нервной системы и желудочно-кишечного тракта, а организм, пытаясь вывести соль, истощается. Это была «Наукомания». Говорили сегодня о воде. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся ровно через неделю на телеканалах «Беларусь-3» и «Спутниковом» «Беларусь-24».